надел такую шляпу, потом как планетарий. Такое доисторическое заведение. Едем в Измир с девочками в 5 часов утра. И мы в автовокзале. Класс. Вау, какие картины. Поможите! Давайте одновременно, я что, вырезать буду? По итогу я все равно вырезала. По вашему запросу с предыдущего видео мы ехали 4 часа до Измира. Он занимает 3-е место по численности населения вообще в Турции, он огромный. У нас с вами есть четкая цель на сегодня — подсчитать, сколько денег мы растранжирим. Да, забыла сказать, мы будем весь день в самом большом торговом центре вообще в Измире, Оптимум. Хавчик! Хавчик! В первую очередь мы здесь, конечно. Я не знаю, как мы оказались. Макдональдс. Не делают Wi-Fi с QR-кодом вообще. Это же хорошая идея, классная идея. Типа, что, у них мозги не работают, что ли? Что, мы должны все за них, да, делать? Вообще? Нам дали перекус в автобусе. Ты ела? И да, я поела, поэтому я сейчас не голодная. Блин, знаете, как я буду коктейли делать? Короче, я пришла в Деримот, там, где продают только кожанку, и мы купила куртку маме. Давай. Thank you. Thank you. Купили покушать, я не знаю, как называется, в общем, такую вот огромная тарелка всякой всячины. Вот моя тарелка, она стоит 89 турецких лир. Так, взяла вот такое кольцо классное за 75 лир. И еще это не все. И вот такие золотистые суперские кольца за практически 100 лир. Они модные, трендовые. Я просто обожаю кольца. Наверное, вы заметили. Все, короче, мы здесь в кожанке застряли. Она вот кроссовки кожаные покупает. Здесь сумку на подарок кожаную. Потом я себе куртку кожаную купила мамочке. Мы оставили точно где-то минимум $1000 этому торговому центру Оптимум в Измире. Что любить жаловать. Вот кожанка. Вы представляете, сколько стоит кожанка? Потом еще вот Pull&Bear, да. Вот здесь еще кожанка опять. Классно время провели, классно пообедали, мне очень понравилось. То есть и моя покупка. Супер! Я себя так хорошо чувствую. Чем-то напоминает метро. Такая радостная. Все просто белоснежно, белое и чистое, потому что здесь прям моют полы. Турецкая Венеция. Вот я смотрю на этот вид, и у меня такое чувство, что я попала в сказку Элла из Фрелла, что-то вот подобное. Зачарованная Элла. Вот. Это очень красиво. Я не могу. Едем в Бодрум решить банковские дела. Вот я сейчас их трогаю и понимаю, что это железо. Как они их поднимали. Это просто нереальный вид открывается, ребята. Водичка такая прозрачная. Вот отсюда наверняка там со времен Петра там смотрели вражеский враг, кто там на подходе. А вот здесь уже порт начинается. Что-то подобное лестнице. Хорошо, тоже сойдет. Наверняка кто-то оттуда смотрит на меня. Камешки рассыпаны по всей территории, это выглядит так эффектно. Хочется стоять, разглядывать каждый камешек, потому что на нем рисунки такие прям
Я бы такой не нарисовала никогда. Ага, я их только заметила. Опасно. Это было опасно. Просто идешь и здесь бац, дырка. Как четко нарисовано. О, вот они, безголовые статуэтки. Оу. Я захожу в эти домики музеи только потому, что там есть кондиционер. Вот кадры, как находили эти вещи. Какая прелесть. Ну, здесь что-то я не поняла. Это камни с дырками. Насколько сильно пушечное ядро стреляло. Она как живая. У меня такое чувство, что она сейчас повернется и что-то мне скажет. Слушаю музыку, начинаю представлять, где я нахожусь. Я понимаю, что насколько же важно быть в моменте. Представлять, что именно вот здесь, где я стою, раньше проходили исторические бои, сражения. Путешествуйте, наслаждайтесь этой жизнью и расширяйте свой кругозор. Я счастлива. Я не представляю, что будет дальше. Как же сложится моя история? Останусь ли я в истории? Что я сделаю для этого человечества? Все, что вокруг нас, сделано просто этими руками. Людьми. Я говорю тебе по секрету, нет ничего невозможного. Как я после такого не скажу эту фразу? Жизнь прекрасна.